улице 0,5 градусов минус. Едем на Водный. Печенье Борик 65, Емва 184, Сыктывкар 314. Вот у нас еще заправочка. А что-то названия нет. Это вообще так, по-моему, это газовая какая-то. А, для автобусов, наверное. Для автобусов. Они же заправляться где-то же должны. А, нет, вот следующий. Сейчас будут вторые воднинские дачи. Музыку чуть-чуть уберем. Бытовик. Впервые вижу, что это название бытовик. Что-то наклеил от какого-нибудь О, видишь, опять минус 5. магазина. И как будто снимаю в черно-белый экран. Там вот этого зеленца от елок чуть-чуть видно. Да. Это вам не лето. Или осень, да, ехать такое все желтое, да? Ой, осенью шикарно, да. А сейчас все такое серое. Ну, вот остановка здесь. О, остановка радует. Лисичку мы тогда видели. Ничего себе. 4-я фура. 5-я фура. Поймали мы, как их всех в одном месте. А вот перед нами едет Москвич 141. Машина молодости. Да ты чё? А чё, вообще хорошо выглядит. Крахаль. Вот, Войпель, сюда. Сюда? Да, да, да. Даже и знать не знал. Слушай, все остановки в зеленый цвет покрашены, посмотри. Тоже зеленая, вот зеленая. У нас, оказывается, есть остановочный стиль. Только и орнамент, видишь, какие коми. Да. Видишь, сколько мы не замечаем. Водный. 3 километра еще до туда ехать. Вот нас встречает сразу нефтяная вышка. Так, куда нам дальше ехать? Допустим. Здравствуйте. Здравствуйте. Едем на Водный. Водный начинается со знака. Нефтяная вышка. Да. Но она недавно сделана. А, я не показала нашу команду. Я, Вова, Вера и Аня. Сейчас познакомлю нашу команду. Всем привет! Это Привет, у нас Максим. Аня, Алексей. Алексей, Александра, Владимир, Вера и Аня. Загадывайте желание. Вы стоите между Анями. Водный начинается с водоочистных. Водозаборная станция. Не знаю, в каком году она построена. Ну, где-то в 80-х годах, наверное. И вот там мы видим водобашню. Когда это строительство начиналось. Как вы думаете, чем поднимали вот этот большой бак? Вертолетом. Не нашли крана, который мог бы тогда или не было вообще, или это самое не нашли. Ну, в общем, прилетел вертолет огромный и поднял этот бак наверх туда. И если спуститься вниз, а почему водный называется, там Игорь нам потом расскажет это самое, что-то, я не знаю, у него версия то, что водный промысел, поэтому водный. А как я знаю, водный, потому что окружен кругом рекой. То есть вот верхнее течение, там, если вот за водочными спуститься, там будет большая лестница, там 1000 ступенек, наверное, если не больше. И внизу такая водонасосная, круглая,
Это как маяк в Сочи, так это водонасосная, это как является водного, достопримечательства водного, да. Это как мы с тобой по лесенкам спускались. Это какая часть? 10-я. На карте смотришь, да, он получается как полуостров, да? Да. То есть вода вот так вот. Ну да, Он да. только с То севера есть не если, омывает. если сесть на лодке, приехать машиной, сесть сюда, надуть лодку, и можно оплыть и там как бы вылезти. Если машину переехать, можно раз погрузиться и уехать. Или сплавиться в Ухту. Там ниже по течению еще будет, значит, Крахаль, местечко такое известное. Потом Шудаяк и потом уже Ухта. Ну, вот. Бассейна у нас целый день заняло. Ну, тут, наверное, не знаю, тут, наверное, сутки. А вы сплавлялись, да? Да, ну вот этот Войпель делает такие эти самые, ну, там даются или байдарки, или на этих самых, на лодках сплавляются, периодически организовывают. А, Ну, сейчас САПы в полигон. моде пошли. Ну, я не знаю, САПы у них есть или нет, у нас в Ухте-то есть САПы, сплавляются, тоже периодически эти самые объявления есть. Вот их привозят, целую газель САПов привозят, когда лето, хорошая погода, есть сплав. Так, мы тут с дороги. Опа. Кажется, какой-то дачный массив, что ли. Ну ладно, тут минус 0,5 показывает. Радует. Ладно, по горам мы уже ездили. А тут, может, куда-то вот сюда просто завернуть? Давай. Ух ты, мама, Ух ты, ух ты, ух ты. Ничего себе. Ой. На ледянках, да? Ничего себе. Ладно, сейчас мы припарковываемся и выходим. Вот мы приехали, и у меня сразу кинулся взгляд вот на эти красивые столбы. Структура дерева какая. Я даже не пойму, что это. Но очень красиво это вообще. Вот, а мы идем. Вот это вид, а мы даже и не знали, что тут такой вид. Вот это местечко называется вот внизу Кирпичный. Ну, это, видать, связано с этой самой, с то, что были водный промысел. Добыча шла, это самое. Ископаемые какие-то вот называются Кирпичный. Вот. А кругом внизу река, вон, Ухта. Это она вниз течет туда. Вот. А за рекой уже лес на многие километры. Вон там далеко вышка впереди, это дорога идет на Гордиоль. Ну, то есть трасса. Всё, Вот понял, понял. Мы ее, слева остается, да? Да. Ну вот там вот сейчас не чищено, пройти туда, там будет эта самая большая насосная станция, которая обеспечивает поселок водой. И это самое, это как считается достопримечательность. Так, решили мы спуститься вниз.
ще ліс, щелини бурми та діктали гай. Ключиш вежа, волов'я, цестана. Уламило яси сміни озвежені, лов'я мусоленими соской. Меншим вышкала щелами вежер, чужаному пычкой содеваю. Чужаному ты кота ты щель с щелами бурми та діктали гай. Ключиш вежа, волов'я, цестана. Дуна чужанин мамин мішуам, там і олени снека розпус. Чужан йоліясиш васекаюам, кулан віщемиш вещі гонку. Чужаний мовити коптер та щеліяс, щелеми бурми та діктали гай. Вон лестница. Ключиш вежа, волов'я, Аборигены местные оставляют свои подписи. чужаний мовити коптер та щеліяс, щелеми Можно бурми там та скальную живопись изучать. ключиш вежа, волов'я, Вот. Такая лесенка, по которой спускается каждый день. Смотрят насосную, проверяют. Ну вот. А, она действующая? Я почему-то Ну, подумала, она не действующая, действующая. действующая. Мы с той стороны просто подъезжали этого самого. Да. Все Чё там? понятно. Я ничего не писал. Семен. Не, Семен тут не был. Ну вот. И это мы просто заезжали с той стороны, а это с другой стороны, ну, от речки получается. Вот это. А, ничего себе, какая красивая. Вот это вот насосы, да? Да, Она насосы это снабжает стоят. что у нас? Водный же, да? Качает водной водой, снабжает полностью. Да, есть. Ничего себе, какая красота. Да. Ой, Можете подняться, посчитать ступеньки. ну не, подниматься уже не будем. Не успеем никуда. Ой, какие они скользкие. Можешь ходить, прогуляться. Можешь немножко, можешь не до конца. Как что видим, то и туда и Такие едут. А, ну все, тут уже ничего не. Раз уж была, столько шли, не дойти. Немножко поднять. Да. взять, обрубить все. Да. Вова, Вот так. Станет? Вов. Вот это Что, идет снабжение идет, да? У них там. Она прям идет, что ли? Тут, наверное, я не знаю, тут Там это же подвод, работает. наверное, кабеля идут. Ну, типа на Там этот. же работает. Потому что этот самый. Это кабельная, да? Да. Кабеля, да. Потому что если труба, то тут бы замерзла, тут бы она была изолирована. Ну да. А подземная, да? Мне Да. напоминает лестницу в Сыктывкаре. Куда вы собрались назад, что ли? Ну, мы до конца уже пойдем. Нет, конечно. Куда-нибудь. Ну, они молодежь, ты хочешь прогуляться хочется. Но они скользкие ступеньки, я скажу. Скользкие? Очень, да. Ну, это погода такая, а так чистят это самое, ежедневно чистят, ежесменно. Назад пойдут, самое главное, чтобы назад. Да, Ну, чтоб поручень они- есть, потому что держаться. Очень скользко, вот он. На каждой ступеньке. Погода прыгает. То минус 18, то плюс Ну, всю 5. смену, как ушел. Семен. Манька. Тринадцатый год. Нет, Вон, наледь какая.
Ухта водный. Можно сказать, что Ухта встала или нет еще? Стало еще? Нет, не совсем. Ну, начинает тут перемораживать. Местами. А там он чистый. А, да, до поворота. Не хватает мороза. Сейчас в этом году говорят, что будет аномальная зима, лютый холод, будет сменяться сильный оттепель. Ну, как сейчас у нас было, да? Да, Недавно. да, Ночью минус 20. Для людей, конечно, вот гипертоников, гипотоников, да, кто метеочувствительный, метеозависимый. Так, девочки у нас возвращаются. Может быть, считают ступеньки, не знаю. Скажут нам количество их. Ой. Теперь мы все забираемся в гору. Тропинка такая плотненькая, но скользкая. Лед. О, флаг Советского Союза. Ой, как это пахнет печкой, дымком. Вкусно. Фу, наконец-то мы поднялись. Вот такая гора. Скользко, ветер, тяжело, но возможно. Мы едем дальше. И туда мы налево поехали, да? В тот раз. Да, да, Вот да. на Водницу. Где-то здесь мы останавливались, да, по-моему? Или прям... А, нет, мы ездили туда. Мы там возвращались, ты сами, сейчас будет там памятник А, точно. воинам. А, вот у них кладбище справа. А слева дачный массив, все в домиках, в гаражах. Да мы ездили года 2 назад, да? Или больше? Нет, 3, наверное, да? Вот я уж не помню, какой. Тут мы были. Находится на въезде в поселок, вот это самое. И там перечислены воины, которые это самое. А сейчас уже вот добавились еще, значит, уже еще фамилии. Раньше было 27 там или 28 фамилий. Сейчас еще добавились. Данный памятник раньше находился в Ухте, в парке Корчевского изначально. А потом через какое-то время его переместили сюда. И так он сейчас так и находится тут. Там за памятником захоронен солдат, который погиб на подводной лодке Курск. Когда достали лодку и вот привезли сюда, вот один из значит, воинов был сводного. По-моему, мотористом он был. Вот. Ну, молодой парень только попал на это самое, на службу. И вот получилось трагически, оборвалась жизнь. Вот.
первый знак о том, что тут водный, ну как бы, вот тут располагался, где вот этот самый, сейчас грузовым движение запрещено, вот там был знак такой написано водный. Это первый знак, там возле очистных был второй знак, и потом вот уже третий знак поставили еще дальше, на 3 километра получается на поворот. Считается, наверное, от автобусной станции. Ну, от почты раньше считалось, не знаю, может как от почты или что. От почты, да. Тут 3 километра, короче, было до поворота. Ну, потом в процессе дорогу как бы ремонтировали и немножко срезали, там повороты были. Немножко меньше сейчас стало. Вот это центральная, да? Да. А пожарная часть вот это... Вон кирпичное здание двухэтажное, желтое, там да. на втором этаже люди жили, и сразу, ну, семьи пожарников. И когда тревога, чтобы они быстро добежали до своих машин, спустились, там по таким трубам они съезжают, сразу занимают места в пожарных машинах, одевают бойцовки и помчались на пожар. Мечта каждого ребенка. Ну, Иметь в Ухте есть пожарная часть, там этот музей пожарной части, там водят на экскурсии. Не были ни разу? Пожарная часть? Нет, не были. Я все время мечтаю, улица чтобы Первомайская. школьников свозили туда. Да. У корпуса. Нет, не были. Договариваться надо, ну, Да, позвонить по туда телефону и школьников это водят. договориться. Потому что там приводят школьников, это показывают им это, Да. все это дело. Не, мы с тобой тут ехали. До туда Да. И там было вот так выезд до реки. Но здесь не тишина вроде было тогда в тот раз. Да, там, так мы ездили, знаешь, когда? Мы ездили в апреле. А, в апреле ездили? Да, мы в апреле ездили. Сейчас вообще нормально. Слева Сосновый Бор. Если бы у нас машина была бы ниже, мы бы, наверное, не проехали, да? Машину мы тут оставили. Мы уже побоялись ехать, потому что у нас днище цепляет. А снег, если был мягкий, то можно было, а он такой жесткий. Мы решили пешком дойти. Ой, какая красота-то слева. Интересно, что это такое за растение? Одинаково, как будто посажено. Как будто высадки специально сделаны одной травой. Вид-то смотри какой. Не пойму, что это. Ничего себе. Не знаю, что это такое. И с той стороны такая же трава. Ух. Вон, видишь, прямо на берегу реки стоит.
Почему тот берег такой ровный шел, идет на достаточно большом расстоянии. И недавно я узнал, что, оказывается, в 1968 году у нас был такой Назаренко, он был партийным организатором на заводе. И он решил, что надо перегородить ручей и сделать зону отдыха на том берегу, сделать подвесной мост и чтобы люди отдыхали, перегородить ручей и там развести рыбу. И в 1968 году началось строительство ручья. Тут на субботнике пригоняли людей, они вычищали, вырубали все, потом, бульдозером планировали все это дно и забетонировали все. Вот. И все это простояло до 69 года, до весны. В 69 году плотина как бы переполнилась, подмыла, и все это рухнуло. И сюда вот унесло, большим потоком воды плиты все, и образовался Назаринский перекат. Вот. А место вот так вот там ровно это и осталось. Ну, в общем, все сейчас заросло. А раньше, как в 80-х годах, катались все на лыжах тут. Потому что эта котловина так достаточно большая. Да, ну приезжали сюда, перебирались на тот берег. Река замерзшая, и зимой на лыжах, тут получается склон, катались, интересно было все. Ничего себе. Со школы сюда на уроки. Нефтеперерабатывающий это заводик где был? Нефтеперерабатывающий в Ухте. Не знаю, вы знаете? Здесь первый. Конечно знаю. А? Вот на ручье, наверное, да? Собиралось. Здесь памятник стоит. На ручье собиралось это. Здесь на берегу, на правой стороне берегу реки. Вон, смотрите. Вон, видите, плотина идет. Да, она в 67 году, в 68 году ее уже не было. Все было это снесено рекой при подъеме воды весной. И уже здесь было все вынесено, вся вода ушла. Нефтеперерабатывающий заводик, который поставил Придунов первый, он находился вот там, где сейчас находится плотина, там был более высокий берег. Вот там он и обосновал. Все, что вы другое найдете, ну, в печати, кроме этого места, нигде больше ничего нет. Я не встречал, по крайней мере. Именно здесь. Так что, ну, а скважину... Спасибо. Так, я читать пришла. Скважина здесь была или где-то? Здесь точно здесь. Именно здесь. Именно здесь. Она была деревянная обходная колонна. Есть фотографии, в музее вы увидите. Обходная колонна была. Здесь было огорожено. Деревянная стояла такое огорада. К нему можно было зайти, подойти. У нас в поселке, у населения существует ряд фотографий. Старые. В музее все это есть. Так что с Игоря можете просить. Здесь написано: первооткрывателем северной нефти. Здесь, на реке Ухте, в начале 18 века Григорий Черепанов открыл нефтяной ключ. В 1745 году Федор Придунов создал первый в России нефтяной промысел. Его дело продолжили Степан Придунов, Андрей Нагавиков, Михаил Баженов. В 1868 году Михаил Сидоров пробурил нефтяную эксплуатационную скважину. Вот так вот. Это нефть выходит, да? Да. Уже не видно. В общем, ключ находится вот здесь вот. А вот он видно, да? Да, черная. Не, ключ находится вот здесь. Вот от этого берега примерно вот так вот. 8, в общем, 10-15 метров. Он находится прямо в реке. Вода поднимается. А зачем в реке-то ее бурили? Никто не бурил. Это естественный ключ. А, естественно. Да. Это естественный ключ. Вот и поэтому
Придунув здесь, чтобы вы знали, делали сруб, опускали воду. Пахнет точно. И нефть, поднимаясь, она в этом срубе оказывалась. Для того, чтобы не снесло, делали волнорезы перед этим. Ну, сами понимаете, ледоход, все. Да, запах стоит даже. Да, сносит туда. Ага. Ну вы же на машине. Да. Скважину Гансберга знаете? Нет. Это где? Ну, здесь где-то? Да. На Водном? Нет, не конечно. знаю. Ну, что вы, ребята. Вот здесь есть скважина Я видела Гансберга. высокое такое строение. Да, нет. Вы не поверите. Она газ давала еще в 70-х годах в поселок Водный. Вот здесь рядом. Если хотите, пройдите. Там как-то обозначена эта скважина тоже? Ну, конечно. Она видна, труба, все. Кстати, река здесь становится очень плохо. Хотя река уже там стала, на кирпичном. Вы такое название слышали? Кирпичный. Кирпичный, да. Мы там останавливались у водозаборной. А? На водозаборную мы сейчас ездили. Чуть-чуть поближе, да? Вот вы сейчас по дороге свернули сюда, а дорога идет прямо. Вот если по этой дороге прямо поехать и уйти немножко вправо, на этом месте находился кирпичный завод. Здесь изготовляли кирпич. Если посмотрите вправо, увидите такой обрыв. Там у нас кладбище, и это перед кладбищем такой обрыв. Оттуда брали глину. Так что вот так вот. А нефтеперерабатывающий завод, первый, примитивнейший, так называемое двоение нефти, вот стоял вот там вот. Ну, точки сейчас это никто вам не покажет. Но, по крайней мере, у упоминания в литературе указано здесь место. Ну, на том берегу, да? Да, на том берегу. Вот, ну вот будем говорить там, где идет плотина сейчас. Где-то в этом районе. Дело в том, что когда строили плотину, вот эта местность все снесло. А сидоровские так называемые казармы стояли вот здесь вот. Угу. На том берегу, на высоте. Да, вот высокий берег, вот здесь они и стояли. Угу. А вон, видите, впадает, это ручей Нефтеоль. Да, да, А, вот он. Алексей Но сказал. это, его русло изменено. Раньше оно не так было. Вот. Оно вот так как-то проходило здесь. Но если судить по фотографиям. А вот здесь вот на высоком берегу была дом лесника с баней. Кстати, один из предков этого потомков лесников живет вот здесь у нас в поселке. А, ничего себе. Это были люди с Переволока, если вы такое место знаете. Переволок? Нет. Нет. Вы ухнемцы? Да. Не коренные, приезжие. Да, простите. 70 километров вверх по Ухте находится Волок. Там стояла деревня Переволок. Оттуда перетаскивали лодки с Ухты и Шамбуклы, перетаскивали на речку Шамбуклу, и по речке этой уходили на реку Вымь. Вы сейчас вот, которой дорогой приехали, вот эта дорога была изначально построена от Усть-Выми. Она должна быть построена была до Усть-Ухты, вот. А вообще она должна была проходить, эта дорога, по первоначальному проекту. Вот где вон там канава выходит на берег реки Ухты, вот эта канава, вот там вот эта дорога должна была выйти вот на это место. Но Тиханович предложил, это геолог, слышали, наверное? Да, такого? да. Вот он предложил дорогу построить так, как сейчас идет она. На Веселый Кут. Но она сейчас проходит несколько по-другому. Дорога, ее посрезали там, когда делали по новой. Вообще мост был туда дальше, вверх. Там стояло поселение Веселый Кут. Вот там и был мост. Там остатки этих свай до сих пор в реке есть. Вот и все. А потом оно шло
на Тубысь, где Параскино озера. Знаете, да? Да. Вот. Вот там у меня дед сидел. Да, сидел. Вот. В 41-м наша семья переехала сюда, в поселок Водный. Детям учиться надо было. Вы когда-нибудь слышали о ремесленных училищах в поселке, в городе? В училищах нет. Ну, вот. В 41 году, согласно постановлению, так как на фронт призывали ребятишек где-то 15 лет, 16, их шли все в ремесленное училище работать. Учиться точнее. Учились пару лет. У меня отец закончил это ремесленное училище. Его потом назначили преподавателем, положили бронь на него. Он преподавал в Ухте в ремесленном училище номер 3. Потом их разделили, он преподавал в Иркуте, а потом где-то в районе Айкина или Вайкина, оттуда призвался в армию. Кстати, Молодой такой еще был, да? так он под 15 лет ему было. Ничего себе. Это в 41 году, он с 26-го года, ему было 15 лет. И вот он в это ремесленное училище. А что он? 17 лет уже преподавал. Тогда же А быстро как всё. фамилия-то? Моя? Ну, Хорошавина мы. Хорошавин? Да. Мы достаточно известная фамилия в поселке. Ну, вот в целом. Ну, пойдемте 11-ю скважину. Вон, видите бугры? Вот туда дальше пройти, вы там увидите. Там, кстати, скважина хорошо сохранилась. Это Вот эти 3? До бугров Да. дойдем? Ну до бугров-то нормально. Валерий, Дойдем? Ну, да, это, Валерий, а вот не знаете, почему называется место ВГ? Это излучено. Водновская гора. Все понял. Потом мы катались на лыжах, а почему название такое? Вот, я Водновская гора. не Там, знаю. кстати, куча скважин. И они фанили когда-то, и там делали Еще дезактивацию. фонят. И это самое. А тут там проложено крахаль, трубы проложены. Это на газ? Да, это газ. Это 11-я скважина. 11-я газовая скважина. Сейчас это... Ой, 11. Ну, есть 11. тут взял. Нет, 11. До 25. А ты не взял? Взял? Вот у нас есть. Подоймитесь, посмотрите. Ух. Вот она. Да, здесь вот здесь вот, проходил трубопровод. Он выходил на распредузел газа. Вот здесь он шел. От этой скважины. Вот здесь вот, вон, видите, открытое место. Да. Как бы спуск вот такой. Да. Здесь была тоже проложена труба. Она выходила сюда. Ну, по ней, наверное, тоже газ шел. Ну да. Ну, по крайней мере, я ее застал, только много лет висела. Пустая уже. Ну да, не работала. Мгм. Вот она, 11-я. Kumiloi tyrlydona damicя, чужаною боким лозались вор, та часи не десна штана. Он, ну тут его как бы это, он в допуске тут до 25 считается это самый нормальный фон. Здесь 11, да, показывает? 10-11 местами, ну, то есть вообще мало. Ни о чем. Потому что тут газ, видишь, больше на газ это самое. А у скважины не проверяли? Там тоже мало. Ну. Как бы это. Водно вообще большой такой, да? Достаточно. Вседорожным называется. Мне очень нравится компактный поселок, ты правильный, как сказать. А вот это что, вот эти значки? Вот Справа это парк. Тут была маленькая школа начальная, вот где я люблю водный, двухэтажная, там фотографии можно. Вон большая, ну как бы старшая школа, потому что в одну школу все не влазили дети, поэтому 2 школы было. Вот. А тут это вот парк был, тут аттракционы были, площадка танцевальная, карусели были, там вот площадка до сих пор
новая площадка сделана, этот самый баскетбольный. Ну, хотя тут и знак. Ну, А вот это розовое здание, это что? это ДК А, это водного. дворец культуры. Это надо что ли ждут, нет? Ну, не знаю. Ну, вот всё. Очень-очень скользко. Сейчас сказали, приедет машина и будет посыпать песком. Это дворец культуры. Мира и благополучия наших. А, ты уже почитала? Интересно. Доля культуры, поселки, водные. Пойдем в музей вначале. Какие занавесочки веселенькие. Ух ты. О, дворец. Это вот это. Зал. Нефтяная вышка. Ой, как интересно. Ой, как интересно. Здравствуйте. Здравствуйте. Я жду, вы просто... Ну, Игорь да, Алексеевич. понял. Тоже без всякого... Вот у нас без пафоса. Игорь, Здравствуйте. сотрудник музея.